он один. Со времен Печоры и потом еще еврейского гетто с ним не осталось никого из самых близких, кто был на этом фото. Никаких таких привычных нам орденов или кителя, простой жилет, простая рубашка и ничего, кроме сердца под ним, которое помнит. Самое страшное для меня это видеть ежедневные смерти. Вот то один умрет, то второй умрет. Умирали очень многие. Меня одолевал какой-то страх, что такое может случиться и с моей мамой или со мной. Злобная. Я все говорю: ты Юда, ты Юда. Я говорю: да, я это вспоминаю. Город Могилев-Подольский в Винницкой области. В народе его называли «маленькой Одессой». Отец ушел на фронт, а уже через пару месяцев город оккупировали. Но однажды стало известно, евреев будут вывозить из города, и он обрадовался. Мама сказала: не волнуйся, это такая игра, и он поверил. Начинаем игру. Кто здесь, тот играет, кто не здесь, не играет. Я понимал, что идет война. Как будто мы от военных действий убегали. Такое мне было детское понятие. Мать меня успокаивала по-всякому и так далее. Но потом, конечно, я уже догадался. Страх я испытывал постоянный. Постоянно я боялся. Я был очень осторожным мальчиком. Не драться, не ругаться. Всегда обходил стороной. Из-за голода друг у друга выдирали хлеб. Идет мальчик, кушает, у него из рук выдирает хлеб. Я тоже это помню. Так и жили, стараясь выжить в сумасшедшем доме. Так он называет Печору, в котором расстреливали людей под неистребимые звуки бодрящих немецких маршей и лай собак. Пока однажды не увидели его, старшего надзирателя. Он был знакомым его матери, и в ней сразу зародилось то, на что никто не имел права – на надежду. И она его просила. И просил, почему ты здесь работаешь и так далее. Микола, ты же такой парень хороший. Он говорит: ко мне пришли и меня заставили. Сказали: если я не пойду работать, расстреляют всю мою семью. Дает бинты, дает там вату, не помню. Перебинтуй сыну руку мне. Якобы он сломал руку, его надо везти. Удастся – вывезу, не удастся – не вывезу. Под покровом ночи сквозь высокие ворота ужаса он вывез их на телеге – 2 женщин и 4 детей. Так они оказались в еврейском гетто в Могилеве-Подольском. Провели там 3,5 года. Там было чуть проще, но не менее страшно. Женщина, она работала и привозила семечки и продавала. И все к ней подходили, брали семечки, чтобы как-то кормиться. И вот однажды к ней подъехали на мотоцикле 2 человек, немцев, и попросили семечек из числа охранников. Она им дала семечек каждому. Сели в мотоцикл и отъезжать стали. Она крик подняла. Почему не уплатили? Они возвращаются обратно, скидывают автомат, и на глазах у всех детей настало несколько человек, ее расстреляли. В один из мартовских дней раздался лязг гусениц и приглушенный звук работающих двигателей танков. Это были советские войска. Через пару дней сняли охрану лагеря. Понимая приближение советских войск, немцы убегали к мосту через Днестр в сторону Молдавии. Картина была ужасающей. Мы стали выходить, потому что охрана снята, кто мог убежал. Пройти невозможно было. Кругом трупы, лошадей, людей. Труп на трупе лежал. Невозможно было проходить в наш дом. Мы пришли в наш дом, у нас все окна выбиты, все простреляны и так далее, но тем не менее
мы вернулись к себе. С тех пор все, что однажды попадало в их дом, в нем оседало как пыль, навсегда, вместе со страхом остаться без еды. Однажды их собрали на площадь. Среди толпы он узнает его, старшего надзирателя, своего спасителя и предателя Родины, который теперь уже по ту сторону. Я стою с мамой и говорю: мама, он же Микола. Я его называл дядя Микола. Он же Микола. Говорит: сынок, молчи. Стой и молчи. Мы же не знали, что будет. Потом догадались, что их будут расстреливать. На глазах у всех собравшихся. Так оно и было. Ужасы войны. Для одних он предатель, а для меня с матерью он освободитель. Война опускала плечи, но раскрывала глаза, где нет ни добра, ни зла, а есть то, что происходит само по себе, как и его неслучайная встреча с отцом. Чуть позже его мать узнает, что он служит в городе Белая Церковь и думает, что их давно нет в живых. Они сразу поехали туда, чтобы спустя 5 лет обрести друг друга уже навсегда. И мы поехали туда. Я вспоминаю, как родители плакали. При встрече это была такая трогательная сцена, что такое не забывается. Все это очень напоминает какой-то трагический рассказ, который он уже много позже излагает в своей книге. Но жизнь всегда выше литературы, потому что непредсказуема. И что же человечество никак не устанет спорить о том, а как это было, или было ли это именно так? Александр Брехман расстраивается и говорит: история такая штука, нужна совесть поустойчивее, особенно когда на улице скользкое время. Я это не могу простить. В душе не могу простить. Диляра Исупова, Андрей Ключников, 7 дней.